Ну что, сегодня воскресный день. Мы вон вышли погулять тут на ближайшую площадку. Завтра у меня уже ехать дальше. Вот вчера загорел красный нос. Погода вчера была относительно холодная, но солнечная. Вот и незаметно, что есть солнце. Не обращаешь на это внимания, а так, оказывается, все лицо обгорело. Нельзя подать ее. Поедем с Аечкой, тут недалеко совсем по улице выше. Там интересные вещи нашли. Вот здесь столик. Отдают бесплатно со стульями. Так, ну вот для веранды нам отлично они вписались. Это мебель, стульчики классные. Ну, конечно, не новая, но нам-то зачем новая, в принципе, на веранде. Мне даже нравится, что она не новая. Да, и это тем круто, что ее можно также оставить, также кому-то подарить, также поставить табличку free и оставить, когда мы, например, отсюда будем уезжать. И это самое важное. Потому что все равно, когда если покупаешь это все за деньги, потом как-то жалко это оставлять. Ну, если надо, конечно, все равно оставим. Вот. Сейчас приду-то. Сразу в дело все тут. Сразу. Как гидочистка лежал. Все, доброе утро. Отвез сейчас своих там на танцы вот, по пути. Немножко злой, блин. Как меня бесит Питтсбург вообще в плане дорог. Просто ужас. Все узко. Дорожная сеть вот такая. Понятно, что город такой, да, весь. Но вот меня это бесит. Просто. Очень долго все. Светофоров много. Машин притом много. Заторы. Вообще. Ну, ужас. Реально ужас. Ну ладно, не ужас, конечно, бывает и хуже, согласен, но после вот этих трасс спокойных, где просторных, по таким фиговинам ехать вообще никакого удовольствия, только нервничаю. Время очень много уходит, вот время самое главное. Так, обстановочка хорошая, дождик идет. Дожди, кстати, в эти края, походу, на неделю как минимум пришли, судя по прогнозу. Но дождь это ничего, главное, что нету ветра. Есть, но незначительный, короче, там 5 миль в секунду. Вообще почти нет. Фух, сейчас приехал на загрузку. Приехал и был обед, хотя было 11 там с лишним всего лишь. Но был уже обед. Обычно обед с 12, но тут с 11 походу. И уже 12:30, и вот только сейчас открылось. Вот сейчас жду вот одну из этих штук.
посередке, которая поедет со мной в Канзас. Вот, так что времени я тут. Ну, зато я поел, я съездил в Алди в магазин, купил уже там рыбки, уже поел, приготовил. Так что время зря тоже не терял. Yeah, and just push later. Теперь я стараюсь, как за правило, делать подходик, когда загрузка или выгрузка. Нашел себе турник. То есть отличный вариант, чтобы поддерживать себя в тонусе. Чтобы вообще прекрасно. Так, ну что, поехали. 880 миль показывает до Канзаса. Загрузил около 2 тонн, это хорошо, значит меня на ветру, по ветру не будет мотылять так сильно. Вот ехать где-то 14 часов, грубо говоря. Вот завтра до 12 мне надо разгрузиться, ну нормально, время есть. Учитывая, что сегодня долго грузился, 2 часа по сути потратил, то есть час. Но я обедал зато нормально. Зато обедать мне сейчас не надо. Могу ехать, но хочу спать. Все-таки расхолаживает длинный отдых. Я отдыхал со вторника или со среды. Что-то не помню даже. И вот до понедельника я отдыхал. И, конечно, расхолаживает. А так днем. Но днем всегда хочется спать, когда поешь. Тем более дорога усыпляет. Так что ладно. Распогодилось хорошо. Я сегодня думал, весь день с дождями буду ехать, потому что прогноз показывает. Но все отлично. Подъезжаю к Сент-Луису. В общем, сейчас зашел в Target, купил наушники Bose Airbuds, да, за $300, за 305 потом. В общем, проблемка с этими наушниками, которые я купил, Soundcore, они по телефону невозможно разговаривать, меня не слышно просто, он берет шум, окружающий шум и дает ее в канал, в общем, и меня не слышно, невозможно разговаривать. Вот, ну, прогадал чуть-чуть с ними. Ну, как прогадал, я же не знал, я первый раз столкнулся с, что такое noise cancelling, то есть шумоподавление. Вот, и я посмотрел обзорчики, все вот эти дела. В общем, Bose — это вообще классная компания, которая занимается именно звуковоспроизводящими. Ну, я это знал, вот, и хотел, просто они очень дорогие, на самом деле. Ну, $300 за хорошие наушники, я думаю, можно потратить, я себе могу это уже позволить. Вот, сейчас будем тестить, открою. То есть, но если они мне не понравятся, в любом случае я могу их обменять.
чек есть. В Америке это все хорошо работает. С теми я тупанул. Я бы их тоже мог бы отнести обратно, но я уже убил. Коробку выкинул, как-то не думал об этом. Ну что, подъехал на загрузку и опять попал на обед, но хорошо, что здесь полчаса обед только написано, с 11 до 11:30. Ничего, пока расчехлю все и, может быть, фильтр даже поменяю. Вообще трындец, груз уронили, короче, и погнули мне стенку. Я не знаю, записал я это, нет, наверное, что-то не до этого мне было. Я фоткал, щелкал, чтобы это отправить компании. Чтобы ко мне претензий потом не было. Меня, короче, чуть не прижало здесь. Я тут встал, больше никогда не буду при выгрузке в кузове. Больше никогда, потому что 2 тонны меня чуть не прижали. Я вовремя смылся. Блин, вообще. Капец, разгрузчики просто. Так, приехал на загрузочку. Еду за форклифтом, за погрузчиком. Сейчас что-то будут грузить в Иллинойс мне. Вот это вот. Так, у меня здесь трудный выбор, с чего начать. Что-то я полюбил эти штуки, они очень классные. Это БПшками тяжело назвать. Ну, быстрое приготовление, конечно, кипятком залил там или в микроволновке. Но они натуральные, я чувствую это. Вот. Ну, по крайней мере, от них плохо не становится. Но мне просто лень готовить еще. Так, попробую я эту якисобу. Вот здесь открываем. Вот здесь лапша. То есть она в таком сыром виде. Не такая обычная, как БПшка. Я поэтому говорю, что это вообще классная тема. И разные соусы. Соусы и сушеные овощи. Оп. Сейчас вывалим саму лапшу. Сегодня я вообще устал. Трындец, я проснулся в 4. И вот до сих пор я не спал, а время уже 4 вечера. Ну, как-то сейчас еду в Иллинойс, ехать 6 часов, где-то показывает в 11 я приеду туда, а завтра в 7:30 разгрузка. Так, лапшу положил. Что тут у нас есть? Сушеные овощи. Ну, вот натуральные сушеные овощи, все классно, все замечательно. Как вкусно пахнет. И соус. Оп. Как все вкусно пахнет. Вкусно, сладенько так. Все, пойду. И удобная крышечка, пойду это все залью кипяток. Так, коллега тут стоит. У меня лампочка перегорела. Надо будет сейчас менять ее. Вот. Ну что, видно разницу? Право и лево. Вот справа, которая, это старая лампочка, слева
на камеру, наверное, незаметно. Сейчас надо поехать и посмотреть, как это все будет на асфальте выглядеть. Вот вроде смотришь, обе нормально светят. Нет, но здесь более белый свет, но на камеру этого не видно. А здесь такой более желтоватый, видно, что он тускловатее. Так, ну... Так, камера все-таки все сглаживает, освещает, и непонятно по ней, но левая фара старая, она точно тусклая. Тусклее, желтее. Правая, которая новая и лучшая, я купил, она более белая и пучок света более направленный, особенно вперед, если смотреть. Вот, разница, конечно, не прям вообще там не вау, но лучше. Все, доброе утро. Время 5:40. Еду на Сент-Луис на разгрузку. Так, подъехал к 7:30, но никого нет. То есть я первый всех сюда подъехал, все закрыто. Пока открою тент. Сейчас жду, когда мне скинут точный адрес загрузки. Вот я поехал на загрузку, я сейчас в Иллинойсе, в Спрингфилде. Это родина Линкольна, по-моему, Спрингфилд. Хорошая погода, такой ветер прохладный, ну еще с утренней. Вот, а потом я загружаюсь, еду в Цинциннати, оттуда домой.
поржал с комментариев на ютубе. Там всегда, как всегда, самая отборная вонь там. Ой, блин. Мне чего вот интересно, я все понять не могу. У меня реально столько ненавистников? Или это боты работают? Вот реально, откуда у меня столько ненавистников, а? Обвиняют меня в чем-то, блин. Неужели я кого-то обидел, а? Я вот думаю, я вообще... Блин, вот в буквальном смысле, что называется, мухи не обижу. А каких-то врагов все нажил. Я вот не понимаю. Там вообще просто... Я не знаю. Какие-то дебилоиды там конкретные. Но не знаю. У меня такое ощущение, что кто-то конкретно работает. Но мне бы хотелось так думать. По крайней мере, это и не разочаровываешься в людях, да? Ну, если кто-то работает, просто делает свою работу. Под какими-то никами, под какими-то... То есть нонеймы конкретные. Ну, вообще не видно ничего, непонятно. Так что... А если это реально люди, то я точно разочаровываюсь в людях. Но я и не очаровывался, честно говоря, как бы я никогда не был очарован там людьми. Но когда я ездил в путешествие, конечно, мне какое-нибудь говно, там, плохие люди никогда не попадались, в принципе, ну, почти. Всегда очень добрые, открытые люди, доброжелательные. А вот в интернете, я не знаю, какой-то шквал негатива, именно русскоязычного интернета. Ну, я про другие не знаю, но, конечно, в России люди обозленные, можно... Простительно, как говорится, спрос. Какой спрос? С дураков. Но меня забавляет вообще, ребята, забавляют. Но в перепалки я никогда не вступаю, то есть меня даже сами тролли упрекают в том, что я их добавляю в бан. Например, в Инстаграме я без разговоров просто в черный список добавляю. Я не собираюсь ничего доказывать, ни с кем ругаться не собираюсь. Просто я негатив сразу весь в бан. Ну, нахер мне это нужно. И даже вот эти тролли потом с других аккаунтов заходят. Это один и тот же почерк человека, я прям чувствую. Уже с другого аккаунта, тоже нонейма. Пишет мне, вот, что ты в бан добавляешь, типа, больше ничего не можешь, там, блин, ну я вообще удивляюсь. Но реально кто-то работает, и мне приятно, значит, ведь я такой идейный враг режима российского, в принципе. Я рассказываю, показываю, как тут в Америке вообще живется. Люди, конечно, догадываются, что уровень разный, Россия, США. Но когда люди видят, что там их знакомый, друг находится, показывает все, как оно есть, то это враг режима российского. Ну, вот так и есть. Поэтому я враг мракобесию, вот этому всему. Да, вот у современной России тяжелая наследственность. После всех веков раболепия, монархии, Советского Союза, где фактически везде было рабство и унижение. Сейчас все продолжается, но потихонечку надо из этого круга выходить уже. Сейчас эти рабы гордо себя называют патриотами. А я вот предатель, я не патриот. По их мнению. Но чуется мне, что там больше зависть и пропаганда тоже. Пропаганда, что типа, мол, если уезжаешь, то все, предатель. Но
вот эти люди, они при первой же возможности сами убегут. При том, что я это делал не целенаправленно. Я просто смотрю, как здесь люди живут и в России. В России у меня ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Но если начинать, то точно не в России. Потому что там, если начнешь, то сразу же можешь и закончить. Вот, и поэтому я смотрю шире вообще на мир. Я человек Земли, не какой-то данной страны. Поэтому каждый смотрит со своей колокольни. А вот эти вот патриоты, у них обзор таракана, как тараканий этот. С высоты тараканьего глаза, короче. Вот, и пожелаем им психического здоровья. Вот. А там уже все наладится, я думаю. Так, я сейчас приехал за покрышками. Потому что те покрышки уже стерлись, короче. И там надо сход-развал делать. Ну, по-хорошему. Не знаю, когда это будут делать. Ну, когда там в компании раздупляться. Так, новенькая. Не знаю, когда будем ставить. Но вот это уже... Вот эта сторона лысая. Вот в целом вот тут покрышка еще ничего вроде посередке. Вот именно вот эта сторона. Вот что хочу заметить, вот в США здесь почти во всех заведениях, ну, вот я ни разу не замечал, вот в общественных, там, питание, гостиницы, везде показывают погоду. Для сравнения, в России все время показывают какой-нибудь говноканал, типа первый, второй, какие-нибудь лживые новости. Вот здесь как-то все нейтрально, то есть погода, никакой политики, то есть притом погода не на всю страну здесь показывают, тут в каждом штате, чуть ли не в каждом каунте свой канал именно по погоде. Ну, то есть один большой канал, там Weather Channel, например, и в каждом, ну, вот здесь вот Local 12 Weather Authority, короче, тут какой-то другой канал. Ну, очень радует на самом деле, это не тошнит от этого. А вот в России в какую кафешку не заедешь, вот я по России много поездил, в какую-нибудь захудалую кафешку заедешь, обязательно какой-то телевизор стоит, и там какой-нибудь Россия-1, там Первый канал, просто жесть, ты сидишь, еще включит его на полную громкость, ну просто по ушам бьет, блин, я думаю, ёкарный бабай, прям хочется только выйти и все, или телевизор разбить. А сейчас я вот в Burger King заехал, что-то мне захотелось в этот, что-нибудь такого поесть, лапша надоела. Хочется расслабиться чуть-чуть, немножко я дымлюсь. День какой-то тяжелый, походить мне немножко надо, потопать. Потому что меня укачивает. Ну, когда вот долго едешь, не ходишь, вот реально укачивать немножко начинает. Ну, не в том плане, что тошнит, укачивает, а просто вот так вот все плывет как-то. Голова вот такая. Кстати, вот такие разливные напитки я вообще не люблю. Они очень разбавленные. Разбавленной водой. Куриный бургер, картошечка. Там долларов сколько? 9. Короче, десятку вышло. Мне, кстати, в Чебоксарах, вот там открылся же Бургер Кинг. Для меня он как будто недавно открылся, потому что
В Чебоксарах-то не приезжаю и уезжаю. Он мне больше, чем Макдональдс нравится. Сейчас не знаю как, но тогда он мне как-то по кайфовее показался. Кстати, я только сказал про новости политические. Трампа где-то забанили. И об этом должны все узнать. Ой. Ну что, не доеду я сегодня до дома. Что-то я очень устал. Ну, засыпаю. Приеду я сегодня... Завтра мне по делам. Нам, точнее, надо быть с Настей, с детьми. Там надо быть в 11 дня. Вот. Сегодня показывает, что если я приеду домой, то приеду в 12, короче. Это поздно. Я пока приеду туда-сюда... В общем, я не высплюсь просто. Лучше я сейчас нормально в дороге посплю, вон, в своем берлоге своей там. Вот, завтра спокойно с утра поеду домой. Вот. Хотелось бы, конечно, дома поночевать, но я что-то устал. Лучше отдохну, не надо уставшим таким ездить. Сегодня намотало меня. Хотя я немного проехал в целом, даже 700 километров нету. Ну, что-то тяжеловато. Просто много загрузок, разгрузок. Сегодня 3 получается. Разгрузка, загрузка, потом разгрузка. И они выматывают очень. Загрузки, разгрузки. Так, я сейчас выхожу из Таргета. Я, короче, поменял свои наушники. Ну, точнее, отдал их. Боссы, они обалденные. Про них обзор я хотел. Ну, как обзор. Они обалденные наушники, звук шикарный. Шумоподавление офигенное. Но такой момент, что мои уши нестандартные, наверное, немножко. И они мне некомфортные. Именно вот доставляют дискомфорт, короче. Я их долго не могу носить. Вот, и я их решил сдать. Ну, что, $300 мне вернули, все нормально. Тут никаких вопросов с этим вообще нет. То есть я все в нормальном состоянии вернул, я пользовался ими совсем ничего. Вот, и взял другие наушники. Сейчас покажу. Взял Соньки за $179. Это со скидкой, там, по-моему, $50 скидка. То есть они 200... То есть они тоже в таком же классе. Тоже затычки, но немножко другой формы. Вот, протестим. В любом случае, я могу те боссы снова купить потом. Когда... Но хочу попробовать разные наушники. Все-таки, если есть такая возможность. Так, ну что, поехали. Вот они, наушники. AirBuds. Соньки. Также wireless noise cancelling. То есть определенно они удобнее сидят, они полегче. Вот, за звук пока ничего не могу сказать. Вот, надо сейчас их зарядить еще и проверить на звук. Но шумоподавление хорошее. Ну, пока, по крайней мере, я не еду. Вот когда буду ехать, тогда проверим. Но так как сидят, лучше намного, однозначно. Нету дискомфорта.